Добрый день, я судья. Уважаемый истец, ваш иск поступил в суд. Гражданские дела рассматриваются несколько месяцев. Вы думали о разрешении спора по вашему иску в краткие сроки, в 2-3 дня, в 10 дней? Да, такое право и возможность имеется. Это в конфликте найти компромисс, договориться с другой стороной, примириться, заключить медиативное соглашение. Приведу пример из моей судебной практики. Истец обратился в марте текущего года с иском о взыскании суммы долга и неустойки. Стороны, как и вы, были приглашены на примирительные процедуры. Ответчик предложил вернуть долг частями. Истец согласился на возврат денег в 3 месяца. Стороны добровольно приняли взаимовыгодное решение и заключили медиативное соглашение. А суд утвердил соглашение, вынес определение. Прошло 3 месяца, истец получил свои деньги. А что было бы, если стороны не договорились? Ждали рассмотрения дела в суде, приходили бы на судебные заседания, участвовали в них, ждали, когда суд наконец-то вынесет заветное решение, и оно вступит в законную силу. Тем самым истец мог судиться по настоящее время. Поэтому примирение – это не проигрыш, это победа. Сохранение отношений, деловых связей, здоровья, денег, времени. А что будут делать, если ответчик не исполнит соглашение, думаете вы? Соглашение в таком случае исполняется принудительно. Достаточно обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа. По каким спорам возможна медиация? Семейные, трудовые, споры в банковской и страховой сфере. Также по спорам, связанным с авторским правом и интеллектуальной собственностью. Помните, шаг к примирению намного благороднее, чем победа любой ценой в суде. Медиация и мирное урегулирование было и будет лучшим решением спора.